Здравствуйте! В эфире информационная программа «Алато». В студии работает Светлана Маталеева. В начале выпуска коротко о главных темах дня. Робототехника, 3D-моделирование, компьютерный дизайн. Президент Садыр Джапаров посетил инженерно-техническую академию Алтын-Түйін. Глава государства отметил, что филиалы академии должны быть открыты во всех областных центрах страны. Результаты выборов депутатов Ошского городского кенеша признаны недействительными. Отменены итоги выборов депутатов на 27 участках. Без крыши над головой. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области полностью разрушены 136 жилых домов. Сейчас идет подготовка к строительству новых. Драма посвящена укреплению семьи и сохранению семейных ценностей. В Бишкеке состоялась премьера спектакля «Окунуч». Президент Садыр Джапаров подписал указы, согласно которым многодетные матери страны награждены орденом Батыр-эне и медалью Эне-Даңкы. В соответствии со статьями 9 и 12 Закона о государственных наградах и почетных званиях Кыргызской Республики орденом Батыр-эне награждаются 819 женщин, полноценно воспитывающие 7 и более детей, а медалью Эне-Даңкы 516 женщин, воспитывающие 6 детей. Президент Садыр Джапаров посетил инженерно-техническую академию Алтын-Түйін. Ребята там занимаются робототехникой, 3D-моделированием, компьютерным дизайном и не только. Главе государства они показали свои собственные изобретения – мини-трактор, роботы и иллюстративное небо. Садыр Джапаров выразил полную поддержку дальнейшему развитию технических знаний подрастающего поколения. Это в итоге позволит провести экономическую модернизацию страны. Отметил президент и то, что филиалы академии должны быть открыты во всех областных центрах страны. Об инновационных проектах молодежи Аяна Дюшикеева. Позади долгие дни и ночи работы над созданием бионической руки. Она дешевле своих прототипов, а все потому, что была напечатана на 3D-принтере. Сейчас ее можно использовать как протез, но команда из 3 молодых разработчиков решила пойти еще дальше и создать робота в натуральную величину. Сейчас ведется процесс создания головы робота. Ведется, то есть здесь все собирается, печатается. Также вот этот полностью протез был напечатан на 3D принтере и собран нами. Это последние, получается, технологии, находящиеся в Кыргызстане, то есть 3D принтере. Это инновационная технология. Универсальное в этом протезе то, что в нем есть уникальная технология полиспаста. За счет этого увеличивается его мощность, и один палец может поднять груз до 7 килограмм. И конечный результат — это будет большой робот, который будет защищать честь Академии, выступать на разных мероприятиях, будет на разных выставках стоять, будет защищать не только честь Академии, но и саму честь всего Кыргызстана. С тем, что изобретает здесь молодежь, лично ознакомился президент Садыр Джапаров. Ребята продемонстрировали навыки управления дронами, восточные единоборства и созданный учащимися мини-трактор. Создали учащиеся Академии Алтын-Түйін и собственный планетарий. Это иллюстративное небо. Здесь есть классы робототехники, 3D-моделирования, астрономии, информатики, ИЗО. Ученики продемонстрировали собранную ими же технику роботов и проекты моделирования. Здесь сохранились лучшие традиции технического образования. Потенциал Академии и ее учащихся огромный. Президент поздравил всех присутствующих с предстоящим 60-летним юбилеем Алтын-Түйін, подчеркнув, что бюджет образовательного учреждения будет увеличен вдвое. Биринчи жолу келип көрүп кеттим. Кудай буйрса мындан ары да колдоолорду көрсөтүп турабыз, өнүктүрөбүз, бардык жактан жардам беребиз. Бюджетиңердин 2 эсе көтөрүлгөнүнө тапшырма бердим. Кудай буйрса бюджетиңер мындан ары 2 эсеге көтөрүлөт. Мунун бардыгына педагогдордун, академиянын жетекчилигинин кошкон салымы зор экени байкалып турат. Буга өзүм күбө болдум. Эмгек жамаатынын ар бир кызматкердин ишке болгон мамилесинен улам. Академиянын иши үзгүлтүккө учурабай, өсүп келе жаткан муундун физика, математика,
астрономия сыяктуу табигый илимдерге, техникалык чыгармачылыкка болгон кызыгуусу артып, колдоого аларлык иштер жүрүп жаткандыгын байкоого болот. Дайыма колдоп турабыз мындан ары Кудай буйрса. Два стратегических сектора отечественной экономики, горнодобывающая промышленность и энергетика, требуют глубоких знаний в области естественных и технических наук. Мировое сообщество уже присоединилось к промышленной революции поколения 4.0. Новые вызовы требуют новых подходов в образовании молодежи. Биз Кыргызстанды экономикалык модернизациялоо максатында мындан ары окуучулардын техникалык билимдерин өнүктүрүү боюнча иштердин ар тараптан колдоого алабыз. Учурда мезгилдин талабы башка. Дүйнөлүк коомчулук 4.0 мууну индустриялык революцияга кошулду. Ушундан улам алдыбызда жаштардын билим берүүсүнө жаңыча мамилени жасоону талап кылган кыйла олуттуу жаңы милдеттер турат. Потому как никогда сейчас сфера образования нуждается в реформировании, должна быть создана система, которая отвечает потребностям экономики и требованиям новой эпохи. Биздин билим берүү системасына реформа жасашыбыз керек. Алдыда бизди чоң реформалар күтүп турат. Кудай буйрса жаңы министрибиз ушул реформаларды жасайт деп терең ишенебиз. Экономиканын муктаждыктарына жана жаңы мезгилдин талаптарына жол бере турган билим берүү системасын түзүүбүз керек. Поколение 4.0, или как его еще называют поколение Z, это открытые миру и непринужденно обращающиеся с высокими технологиями молодые люди. Они лучше всего ориентируются в цифровых трендах, а это важное условие динамичного развития Кыргызстана. Садыр Джапаров выразил полную поддержку дальнейшему развитию технических знаний студентов. Мындан аркы кадамдар боюнча сиздерде жаңы идеялар, сунуштар да болот деп ойлоймун. Коом ордунда тура бербейт, уламдан улам алдыга жылуулар болот. Ошондуктан сиздерде дагы бүгүнкүдөн дагы жакшы келечекте мындай бир өнүгүп кете турган, алдыга жыла турган жакшы сунуштар болот деп терең ишенем сиздерде. А педагоги попросили главу государства уделять внимание развитию инженерно-технического образования и дальше, чтобы Кыргызстан прославился не только как аграрная, но и технологичная страна. Были озвучены вопросы и повышения зарплат, создания собственного планетария, спортивных площадок и поощрения учащихся. Молодежь, как говорится, растущее наше поколение, под большим присмотром. И он очень уделяет большое внимание. Мы просто сегодня в этом убедились, что это была не праздная экскурсия, что он очень внимательно смотрел все и изучал. И спрашивал, какие у вас проблемы. Пожалуйста, скажите, что нужно сделать. На международных конкурсах по химии, математике, физике мы, несмотря на то, что очень маленькая страна, занимаем неплохие места. Вот. И я думаю, что вот в точных науках, в технических науках у Кыргызстана еще все впереди. Глава государства не раз отмечал, что внедрение современных идей, технологий и разработок позволит совершить стране рывок в экономическом развитии. Учащиеся Академии Алтын Түйүн подарили Садыру Джапарову мини-робота. Они создали его сами. Аяна Дюшикеева, Чингис Джумагулов, Алату 24. В текущем году профильным госорганам совместно с местными органами власти необходимо проработать программу летнего отдыха детей с учетом складывающейся эпидситуации на местах. Это отметила зампред Кабмина Джилдыз Бакашева на заседании Республиканского штаба по организации летнего отдыха детей и подростков. Она особо подчеркнула, что МВД, МЧС, полномочным представителям Кабинета министров в областях, а также мэриям Бишкека и Аша необходимо принять меры по обеспечению безопасности нахождения детей вблизи водоемов, водных каналов, профилактики безнадзорности, а также правонарушений среди несовершеннолетних в период летних каникул. В ходе заседания также были затронуты вопросы организации летнего отдыха и реабилитации. Около 200 детей из семей пострадавших во время последних событий на кыргызско-таджикской госгранице. Профильным ведомствам поручено провести медобследование детей и проработать дальнейшие вопросы относительно их летнего отдыха в детских лагерях. В Бишкеке состоялась церемония вручения сертификатов национальным тренерам по подготовке приемных родителей. В рамках проекта создания благоприятной семейной среды для детей были обучены 11 тренеров из числа сотрудников территориальных подразделений, уполномоченного органа, психологов и соцработников. На мероприятии побывала и наша съемочная группа.
Сертифицированные тренера смогут проводить обучение кандидатов в приемные родителей по всей стране, что значительно позволит увеличить количество приемных семей и сократить количество детей, размещаемых в детских домах и интернатах. Для того, чтобы создать фостерные семьи, конечно, необходимо подготовить этих родителей. Наша задача не только там законодательно, все правила расписать, отобрать этих родителей. Очень важно, конечно, их обучить. Это очень важная роль, потому что мы передаем ребенка, это только начало всего. Передаем ребенка, нам очень важно, чтобы этот ребенок остался в этой семье. До совершеннолетия эти родители дали ему полностью все необходимое для его развития и в будущем становления его как полноценной личностью. Тренеры прошли специальный курс обучения молдавских специалистов при поддержке Общественного фонда Лига защитников прав детей и Министерства здравоохранения и социального развития. Данная группа тренеров, она проходила обучение в течение 2 лет. Первый год они обучались, как вообще оказывать помощь семье биологической, потому что мы все с вами должны понимать, чтобы самый главный упор в системе защиты ребенка нужно поддерживать помощь самой биологической семье. Если не получается, тогда нужно развивать. Они еще 1 год проходили обучение, как развивать, как отбирать, оценивать и обучать уже кандидатов в приемные семьи. Фостерная семья, которая осуществляет воспитание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на определенный период времени на основании договора должны соответствовать определенным требованиям и пройти обучение и отбор. В настоящее время в республике всего 56 приемных семей, в которых воспитывается 100 детей. Для того, чтобы сохранить детей в семейном окружении, в Кыргызстане очень важно развивать систему фостерных семей. Почему? Потому что это является одной из форм защиты ребенка, это как инструмент защиты ребенка. Если, допустим, мать из-за каких-то трудностей не может за ребенком ухаживать, может быть, она заболела или находится в крайне, скажем, тяжелой ситуации, то важно ребенка в этот момент размещать не детский дом или интернат, а фостерную семью. В фостерной семье ребенок может временно пребывать до тех пор, пока семья оправится, пока мама поправится. Чтобы у нас развивались приемные семьи, у нас было пересмотрено постановление правительства. В первую очередь мы берем данные Национального статистического комитета, 1,5 раза оплачиваем заработную плату, привязывая на прожиточный минимум и на содержание ребенка. И вот если у нас он около где-то 5000, то он идет 1,5 раза. И содержанием одного ребенка и заработной платы это на одну семью около 18 000 сомов. Отметим, что в детских учреждениях интернатного типа воспитывается около 10 000 детей. У 96% из них есть родители, и только 4% являются круглыми сиротами. Тренера смогут проводить качественную и своевременную подготовку приемных родителей и повсеместно развивать социальную услугу «Приемная семья» в целях сохранения ребенка в семейном окружении. Аяна Байзакова, Амана Исраилова, Бексултан Курманбекулу, Алато 24. Необходимо заложить фундамент для сильного поколения. Такое мнение выразил глава государства в своем послании к народу. По его словам, нужно уделять особое внимание поддержке детей и матерей. Какие действия предпринимаются в этом направлении, узнавала Аяна Байзакова. Джилдыз Закаева – детский писатель. У нее большой опыт работы с детьми. По ее словам, детей нужно воспитывать с рождения. 80% из них подражают взрослым. Поэтому им нужно уделять как можно больше времени, проявлять заботу и любовь. Дети – наше будущее. Недаром Сергей Михалков говорил: сегодня дети, завтра наши граждане. Вот родился ребенок, с этого времени надо каждый день по 20 минут читать книгу. Книгу детскую, можно информативную, начинать с энциклопедий. И каждый день по 20 минут, когда ребенок бодрствует, надо читать книгу. И вы увидите результат. По поручению президента страны Садыра Джапарова о срочной реализации национальных программ и проектов в области ухода, поддержки и защиты матери и ребенка проводятся все необходимые работы, говорит первый замминистра здравоохранения и социального развития Ализа Карипековна. По ее словам, большое внимание уделяется детям. В нашем министерстве разрабатывается программа именно по позитивному родительству. Сейчас в 6 районах это ведется в пилотном режиме. Это то, что ребенок должен воспитываться в семейном окружении. И в первую очередь, это изучая то, что какие дети, из каких семей оказываются в трудной жизненной ситуации, мы должны до этого уже проводить ряд профилактических работ
с другими государственными органами по позитивному родительству. Семейные ценности прежде всего. Абсолютно каждая семья является большим делом, имеющим государственное значение. Следовательно, государство должно уделять еще больше внимания заботе о семье. К примеру, это повышение доходов, социальных пособий и льгот, жилищная обеспеченность, говорят эксперты. Нужна поддержка женщин по экономическим вопросам, в предпринимательстве. И я думаю, что сейчас будут разработаны программы по поддержке женского предпринимательства. Ну, это все, я думаю, отразится и на социальной стороне. Потому что на самом деле мы в Конституции говорим, что мы социальное государство. И я думаю, что со стороны государства и правительства будут разработаны программы по поддержке социальной жизни каждой семьи, поддержки женщин. И это улучшит качество жизни каждой семьи. Кроме того, для сохранения семейных ценностей и продвижения семейной идеологии депутатами Джугорку Кеңеша был поднят вопрос о внесении в Конституцию новой и ответственной должности – государственный секретарь, где особое внимание будет уделено статусу женщины и их поддержке. Аяна Байзакова, Тимур Садыгалиев, Алатау 24. Результаты выборов депутатов Ошского городского кенеша признаны недействительными. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия. Такое решение принято на специальном заседании. Рабочая группа рекомендовала признать итоги выборов депутатов кенеша на 27 участках недействительными. Между тем, председатель ЦИКа Нурджан Шелдобекова отметила, что в день выборов, которые прошли 11 апреля, были зафиксированы несколько нарушений. Рассказывает Дастан Касканов. В ходе избирательной кампании ваше количество бюллетеней, полученных из автоматической урны, не совпало с количеством граждан, пришедших по биометрическим данным. Также были зафиксированы фактом массовой прописки. К примеру, в одном доме было зарегистрировано 50 избирателей, из которых 31 принял участие в плебисците. Это считается жестким нарушением. Кроме того, установлено, что на 5 избирательных участках зарегистрировано больше избирателей, чем было до. Также есть видеофакты применения административного ресурса на тех же избирательных участках. На сегодня по всем фактам возбуждены уголовные дела и ведутся расследования. Решением Центральной избирательной комиссии будет внесена президенту Кыргызской республики о назначении повторных выборов. Повторные выборы назначаются президентом, и со дня назначения должны повторные выборы пройти в течение 40 дней. Между тем, правоохранительные органы установили, что среди нарушителей есть и партии, частные лица и главы улиц, которые открыто вели агитацию за ту или иную партию. Теперь они будут привлечены к ответственности и понесут соответствующее наказание в соответствии с законом. Общее дело, общественный фонд К нам поступили различные заявления от фондов и СМИ. Активность проявили и граждане, которые отнеслись с ответственностью. Всего поступило 170 заявлений. Все они сейчас рассматриваются. По предварительным результатам из 9 баллотировавшихся партий в Ошский городской кенеш прошли 4. О том, что во время агитации идут массовые нарушения, заявляли представители 5 других политических партий. Однако меры предприняты не были. Почти сразу после выборов 12 апреля в городе прошел митинг. Представители партий, не набравших 7% барьер, требовали аннулировать итоги голосования и не допускать к выборам партий, которые применяли админресурсы и использовали подкуп избирателей. Я считаю, что Центральная избирательная комиссия сделала действенные шаги для борьбы с злоупотреблениями во время выборов. Как вы знаете, две большие проблемы, они остались в избирательном процессе. Это продажа голосов, соответственно, подкуп голосов, да, и применение административного ресурса. Это два больших злодеяния выборного процесса, которые могут повлиять на итоги выборов. Я считаю, что это достаточно большой вызов политическим партиям со стороны Центральной избирательной комиссии, которая наконец-то смогла сделать такой действенный ход по тому, чтобы правонарушения были наказаны. Напомним, ранее из-за нарушений избирательного законодательства были отменены результаты выборов в городе Токмок. В настоящее время продолжаются судебные разбирательства по итогам выборов депутатов Бишкекского городского кенеша. Теперь выборы будут проведены снова в течение 40 дней после того, как президент подпишет указ о назначении новых выборов. Дастан Касканов, Азамат Джапаков, Алатау 24.
Депутатская комиссия по делу Кумтора предлагает признать недействительными соглашения с канадской стороной, подписанные в период с 12 по 19 годы, и инициировать их расторжение. Кроме того, представители специально созданной группы перечислили ряд нарушений и случаев бездействия прежних властей, которые могут привести к необратимым последствиям. Для того, чтобы знать, что ледники играют очень важную роль в экосистеме и являются источником запаса воды, не обязательно иметь ученую степень эколога или геолога. Именно поэтому многие страны мира на законодательном уровне охраняют их. Стало быть, разрешение строительства дамбы, где хранятся ядовитые отходы, тем более на такой высоте, уже нарушает ряд природоохранных законов. На сегодняшний день на ледники, можно сказать, вывалено более миллиарда пустой породы. Специалисты уверены, в результате более 180 миллионов кубов ледников пришли в негодность. Там очень большой объем образуется карьерных вод. Воды вот из-под карьера из карьеры вытекают, из-под отвалов. А отвалы пустой породы – это же оголенная порода. Там очень много, там вся таблица Менделеева. Там тяжелые металлы, там сульфаты. Вот там, кроме того, что вот и взрывные работы, там нитраты, там всегда идет повышенное, значит, это содержание ПДК, нитратов, сульфатов, там металлов. Получается, канадская компания была обязана построить очистные сооружения. Однако на протяжении 9 лет и по сей день они не собираются делать этого, тем самым систематически нарушая законы и игнорируя требования контролирующих органов. Но самую главную опасность стоит хвостохранилище. Проектная мощность объекта была более 40 миллионов кубов, но на сегодня там складировано более 90 миллионов. Более того, сейчас в этом хвостохранилище, по подсчетам наших горняков, они туда, значит, из-за того, что было недостаточное извлечение золота вот из руды, там порядка 106 тонн золота сейчас находится. Вот. И, значит, с этим хвостохранилищем нужно вопрос решать. Либо надо, скорее всего, это надо строить новое хвостохранилище, а по этому хвостохранилищу надо решать, думать, какой технологией нужно извлечь эти 100 тонн. Понятно, что 100 тонн все, наверное, не смогут, но хотя бы половину или сколько, это уже должны решать горняки. Экологи бьют тревогу, ведь нигде в мире нет подобной практики. Это все может иметь катастрофические последствия, к тому же международного масштаба. Тонын екі беті бар да. Бұл Ысыккөл областының территориясы болып отқанменен Кумтор. Месторождение расположено на территории Ысыкульской области, но ледники на вершинах гор Акши и Рак. Талая вода от ледников впадает в реки Сарыджас и Нарын. К примеру, река Нарын протекает почти по всей территории страны и далее течет в Узбекистан и Казахстан. В этом вопросе заинтересован даже Китай. В случае опасности экологическая катастрофа затронет и эту страну. Сегодня одной из основных проблем всего человечества является дефицит пресной воды. Значит, мы должны в срочном порядке принимать меры. Вопрос Кумтора сегодня обсудили и в парламенте. Специально созданная комиссия перечислила ряд не только экологических нарушений, но и попустительства прежних правительств и соответствующих госорганов. Было отмечено, что подписание соглашений между правительством Кыргызстана и канадской компанией является заведомо невыгодным по всем критериям. И признать недействительными все соглашения, подписанные в период с 2012 по 2019 годы. Кумтор Голд Компания осуществляет экономическую деятельность по разработке золоторудного месторождения Кумтор на основе пересмотренного конституционного договора и в соответствии с пересмотренными соглашениями, заключенными в разное время правительством Кыргызской Республики. Правительство и президента Кыргызской Республики, действующие в период до 2018 года, ну там в 2019 году, там спор идет юридический. В 2019-м какое время было Абылгазиевым это подписано. Но в период до 2019 года, в период переговорного процесса и по итогам заключения соглашений и договоров находились в пассивной позиции при отстаивании интересов Кыргызской Республики. Напомним, проверка и изучение соблюдения компанией Кумтор Голд Компани норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной защите населения берет свое начало с 2012 года. Однако канадцы и по сей день не устранили нарушения. Улан Касенов, Нуркамиль Асанов, Ала-То, 24.
В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области были полностью разрушены 136 жилых домов. Почти завершены работы по расчистке завалов. Идет подготовка к строительству новых домов в Баткенском и Лейлекском районах. Об этом сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов. Подробности в материале нашего корреспондента. В Лейлекском районе полностью разрушены 93 жилых дома, в Баткенском 43. На сегодняшний день очищены и готовы к строительству 52 площадки на месте пострадавших домов. Работу ведут сотрудники МЧС и других ведомств. Объем выполненных работ в двух районах, по словам замминистра, составил более 9000 кубических метров. На участках работает в Лейлекском районе 18 инженерных техники, то есть это 12 грузовых автотранспортов, 3 погрузчика, 1 экскаватор, 1 кран и 1 трал. Всего привлечены в Лейлекском районе 95 спасателей, в Баткенском районе 20 спасателей работает и, соответственно, 15 техники. 52 площадок очищено и передается сейчас соответствующим органам для проведения уже начала строительных работ. Большая часть доставленной гумпомощи уже распределена. Еще 209 тонн хранится на складе в Баткенской области. Кроме того, на 2 специальных счета поступило более 2,5 миллионов сомов. Всего на сегодняшний день для пострадавших в Баткенской области было собрано 1 613 000 тонн гуманитарной помощи. 1 403 000 тонн распределены пострадавшим. 380 000 тонн выделено по линии МЧС, 1022 тонны собрали соотечественники. На спецсчет МЧС поступило 1 974 000 сомов, 666 000 сомов поступило на спецсчет представительства Кабмина в Баткенской области. Вся поступающая гуманитарная помощь проходит через строгий учет. Создана специальная комиссия, которая за этим следит. Для лишившихся крова установлены палатки и дома временного проживания. По данным МЧС, 39 961 гражданин уже вернулись в свои родные села. Из них 688 разместились там же, в уцелевших домах родственников, сообщил Шамырканов. Как вам известно, главнокомандующий Вооруженных сил Кыргызской Республики поставила задачу, что до сентября закончить все строительные работы, то есть по восстановлению тех домов, которые пострадали, то есть вследствие вот этих инцидентов. То есть 136 домов должна завершиться до сентября месяца. В результате конфликта на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области, по данным МЧС, было эвакуировано 40 649 граждан. Из них 1693 в пункты временного содержания, 38 956 к родственникам. 154 человека ранены, 36 человек погибли. Нурбек Иманов, Нуркамиль Асанов, Алато, 24. От имени турецкого народа в Баткен была доставлена гуманитарная помощь. Делегацию возглавил посол Турции в Кыргызстане Ахмед Садык Доган. Он встретился с Абдикаримом Алимбаевым, представителем Кабинета министров в Баткене, чтобы высказать слова соболезнования семьям погибших и выразить готовность официальной Анкары оказать всестороннюю помощь в восстановлении пострадавшего региона. В свою очередь Алимбаев поблагодарил Ахмета Садыка Догана за оказанную помощь и за то, что он одним из первых из числа представителей заграничных диппредставительств посетил Баткен. Также было добавлено, что любая помощь очень важна сейчас, и эта поддержка будет большим подспорьем для возвращения к прежней жизни баткенцев. Гумпомощь прибыла на 2 25-тонных больших грузах, один от имени посольства Турции, а другой от турецкой диаспоры в Кыргызстане. Здесь предметы первой необходимости, продукты и строительные материалы. Отметим, что список потребностей местного населения был определен заранее, и содержимое груза было подготовлено в соответствии с ним. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk milleti olarak Kırgız kardeşlerimizin yanında olduklarımızı. Наша страна и наш народ заявляем о своей солидарности с кыргызским народом. Мы также опечалены трагическим инцидентом на границе в месяц Рамадан. Однако, учитывая цель этого священного месяца, мы надеемся, что кыргызско-таджикский народ не растеряет единство, дружбы и добрососедства. Поэтому мы приехали помочь жителям Баткена, узнать об их благополучии и выполнить свой братский долг.
Накануне проливные дожди вызвали сели в Барпийском Айлюкмету Сузакского района. Были затоплены дворы и подвалы жилых домов 2 сел. Кроме того, пострадали сельскохозяйственные угодья. А размер ущерба предстоит уточнить. Села Уильгу и Бекмамат Осмонов накануне около 11 часов были затоплены. До мобилизации спецслужб местные жители пытались вручную отвести воду от села. Однако дома все же были затоплены. Жители села убирают свои дворы, полностью затопленные грязью. От последствий непогоды пострадали 16 домохозяйств. Высота воды достигла 70-80 сантиметров. Как видите, она проникла повсюду. Грязью затопила не только дворы, но и подвалы. Помимо домов, водой с примесью грязи смыто 20 гектар сельхозугодий в селе. В настоящее время здесь работает специальная комиссия по определению ущерба. Как только произошло наводнение, мы сразу же проинформировали Айлюкмету и местные власти, но спецтехнику вовремя не прислали. Если бы помощь прибыла своевременно, мы смогли бы отвести воду. В результате проливного дождя уровень воды в реке Чангецай поднялся, затопив и железобетонную трубу возле строящегося нового моста компании «Азвирт» на 577-м километре трассы Бишкек-Ош, впоследствии чего и пострадали села. Мы, сельчане, уже писали в компанию, которая строит дорогу, чтобы они проложили эту временную железобетонную трубу пошире, чтобы при условиях непогоды вода не могла затопить село. Однако они не сделали того, что мы просили. В результате люди страдают. По данным управления МЧС Джалалабадской области, накануне 11 мая в Аксайском районе сошли сели. Дорога в село Джилбулак Кызылтууского Айлюкмету была размыта паводковыми водами и перекрыта. В настоящее время жители села вынуждены ездить в объезд. Служба гражданской обороны проводит соответствующую работу на местах. Нурбек Иманов, Джибек Капарбекова, Нуркыз Абдрахманова, Осмон Уламсадыр Улу, Алмаз Сатаров, Алато 24, Джалалабадская область. В Манасском районе Таласской области приступили к поливу многолетних трав, различных культур, а также фруктовых деревьев. В это же время в других местностях региона очищают ирригационную систему и приводят в порядок водные объекты. О начале сезонных работ в области Усен Кальбаев. Житель Манасского района Артык Джекипы в эти майские дни занят поливом озимой пшеницы и многолетних трав. По его словам, на его участок влага поступает без проблем. 1 гектар можно полить за 4-5 часа в зависимости от поступления объема воды. Между тем, отдельные садоводы недовольны недостаточной подачей поливной воды для орошения плодовых деревьев. Тем временем мелиораторы подают воду заявителям, рассчитывая время использования влаги. На данное время поливную воду по очередности используют для полива фруктовых деревьев и многих других различных культур. Всего в районе посеяно семян сахарной свеклы на площади 150 гектаров. Идет посадка картошки. Всех ставят в очереди и потом подают по заявкам. На другом конце региона в Таласском районе только приступили к подготовке водных объектов к сезону полива. Методом Ашара при помощи поддержки фонда Джеруя ведется очистка водохранилища. 20 лет не очищался БСР. Водоем мог размещать 120 тысяч кубометров воды, а в реальности всего 60-70. За счет водоема поливной водой орошает 1800 гектаров земель. После очистки водоем будет размещать примерно до 100 тысяч кубометров воды. Работы намерены завершить за 3-4 дня. Это один из значимых объектов региона. Воды хватит всем, и сезонные вопросы надо решать безотлагательно. Всего в области расположено 73 подобных водных объекта. Почти все они не очищались ни разу. За последние 3 года удалось привести в порядок 50% водных объектов. Усен Кальбаев, Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Алато 24, Таласская область. К празднику Орозу-Айт многие верующие начинают готовиться еще за несколько недель до его наступления. А из-за пандемии коронавируса айт-намаз на Старой площади отменен. Айт-намазы будут проводиться только в мечетях, где должны быть соблюдены правила эпидемиологической безопасности. Продолжит Дастан Касканов.
Зина Шабданбекова вместе с семьей держит пост во время священного месяца Рамазан с 95 года. Оттого и праздник Урузуай для ее семьи важный. Вместе со снохой она готовит стол к праздничному ужину и завтрашнему празднику, ведь домой придут гости. У нас есть соседи и друзья, с которыми мы дружим семьями на протяжении многих лет. Завтра ожидаем их в гости и сами тоже будем гостить у них. Мой муж, сын, дочь и сноха – все мы держим пост, и для нас Урузуай – один из главных праздников. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году мы этот праздник не смогли отметить в полной мере. Все было онлайн. Арапа – это день перед мусульманским праздником Айд. За день до этого праздника принято готовить свои столы барсаками и лучшими блюдами. Праздник Урузуай знаменует собой окончание священного месяца Рамазан, когда мусульмане должны были держать пост традиционно на Старой площади. В честь этого праздника мусульмане должны были прочитать айт-намаз, однако из-за тяжелой эпидемиологической ситуации его отменили. Айт-намазы будут читаться только в мечетях. Мероприятие начнется в 7 часов. Из-за пандемии коронавируса были разработаны специальные алгоритмы. Граждане должны приходить строго в масках, соблюдать социальную дистанцию. На входах будут проверять температуру их тела. Также в Духовном управлении мусульман Кыргызстана рассказали, что следить за соблюдением всех правил будут имамы мечетей, между тем исполняющие обязанности муфтия страны. Чоробай Шергазиев распорядился, чтобы саннормы были соблюдены во всех регионах. Отметим, в 2020 году муфтият отменил айт-намаз на Старой площади Бишкека и мечетях страны в связи с эпидемией коронавируса. В этом году чтение праздничной молитвы будет проходить только в мечетях. Дастан Касканов, Азамат Кадыртухтоев, Алато 24. В Москве курсы религиозной организации «Надежда» еженедельно посещают от 500 до 700 наших соотечественников. Здесь их обучают основам ислама, дают им культурно-нравственное воспитание. Вдали от родных многие молодые люди поддаются разного рода соблазнам. Немало тех, кто из-за жизненных трудностей теряют себя. Руководители и преподаватели этого учреждения, которые являются нашими соотечественниками, активно помогают таким кыргызстанцам обрести душевный покой, мотивируют их на совершение благих дел, рассказывает наш коллега Мирбек Малдакунов. Максат Сапарбеков работает на складе фасовщиком. В выходные дни он посещает религиозные курсы, которые открыты в организации «Надежда». Здесь прихожан учат основам ислама, дают им духовно-нравственное воспитание. Еженедельно сюда приходят на обучение от 500 до 700 наших соотечественников. Здесь, да, в основном изучаем основы ислама, там всякие хорошие качества мусульман. Ну а также здесь развиваемся духовно и культурно. Как себя вести в общественных местах, и развиваемся, и дают нам мотивацию на жизнь, и все такое. Очень хорошо. А то, что вы здесь слышите, то, что вы здесь получаете, вы же делитесь, да, со своими друзьями, сверстниками? Да, конечно. Я своих друзей, своих коллег приглашаю сюда, здесь, обучиться. Тут очень среда, тут очень много приобрела себе друзей, которых у меня раньше не было. Тут просто душа отдыхает, когда сюда приходишь. Кроме религиозных, здесь имеются и светские развивающие курсы, как, например, скорочтение. Говорят, что ваш преподаватель за 1 минуту может прочитать 1 книгу? Ну да, это правда, за 1 минуту он прочитает книгу. Ну, как удается нелегко, конечно, но тренироваться надо, времени уделять. Вы сейчас на каком уровне? Думаю, на среднем. Эта организация осуществляет свою деятельность с 2009 года. 2 года назад ее руководители, которые являются нашими соотечественниками, поменяли название и прошли регистрацию в Минюсте. Свою посильную помощь «Надежде» оказывает муфтият Москвы. Кроме этого, прихожане за обучение платят символическую сумму от 1000 до 1500 рублей. Классы все оборудованы, имеются мини-библиотека, кухня. Мы вот помимо нашего наставления еще помогаем найти работу кому-то, помогаем с языком, у кого нет денег, то мы бесплатно обучаем их русскому языку, английскому. Многие у нас учатся, например, проходят курс английского.
арабского и вот уезжают за границу и там уже живут, да, и продолжают работать. Соотечественники, работающие за рубежом, часто сталкиваются с жизненными трудностями, впадают в депрессию, многие теряют себя. Как отмечают преподаватели этой религиозной организации, было немало случаев, когда отчаявшиеся кыргызстанцы, получив здесь знания по религии, определенный заряд мотивации менялись у них на глазах, обретали душевный покой, стремление изменить свою жизнь в лучшую сторону. Мирбек Молдакунов, Аскар Уланулу, Алато 24, город Москва. В Бишкеке состоялась премьера спектакля «Окунуч», принадлежащая перу поэтессы и писательницы Асангуль Абдыгуловой. Драма посвящена укреплению семьи и сохранению семейных ценностей. Показ состоялся в Кыргызском государственном театре юного зрителя имени Бакен Кадыкеевой. Спектакль поставил народный артист Кыргызской республики Эгемберди Чалабаев. На премьере побывала Аяна Байзакова. В драме «Окунуч» показано, что необдуманные решения могут привести человека к сожалениям, а сожаление порой к разрушению всего прекрасного. Сюжетное построение в произведении довольно распространенное. Молодая пара, ставшая жертвой зависти, оказывается на двух разных путях. Мой герой – ветеран афганской войны. Через него я призываю людей к уважению всех членов семьи. Мой персонаж очень добрый, честный и душевный человек. К сожалению, он лишается своей невестки и, главное, внучки, ради которой он был готов отдать свою жизнь. Из-за зависти окружающих людей влюбленная пара, увы, разводится. Вот к чему могут привести слова зависти. В этом году драме «Окунуч» исполнилось 6 лет. Автор пьесы – писатель-поэт Асангуль Абдыгулова. Через свое произведение она доносит до людей, что, меняя свое отношение к жизни, призывая людей к терпеливости и совместному принятию решений, в дальнейшем велики шансы, что вы будете жить без сожалений. Главные герои Айджамал и Максат, они влюблены друг в друга с младенчества. Но из-за зависти окружающих, ревности и плохого отношения свекрови к невестке им суждено разлучиться. И лишь спустя долгие годы, осознав, что ненависть ни к чему хорошему не приведет, она будет очень сожалеть, что не поступила иначе. К сожалению, такое сейчас в семьях встречается нередко. Поэтому я и решила поставить именно эту пьесу. На постановку спектакля ушло более месяца. Образы героев создали актеры театра юного зрителя имени Бакен Кадыкеевой. Спектакль был поставлен народным артистом Кыргызстана Эгемберди Чалабаевым. Через пьесу режиссер пытался укрепить семейные ценности и отношение человека к друг другу. Цель и задача нашей постановочной группы, нашего театра была вернуться к прошлому, потому что как-то мы в прошлом 30-40 лет тому назад мы ценили дружбу, мы ценили отношения к родителям, друзьям, соотечественникам. Было более-менее другое отношение было, да. И естественно здесь на первый план главное здесь любовь здесь. Мы хотим, чтобы мы очень бережно относились друг к другу, особенно родителям и своему избранными, которые мы любим, да, их надо беречь. На премьере спектакля присутствовали министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев, видные деятели культуры и искусства, а также любители театра. Аяна Байзакова, Чингиз Джумагулов, Алато 24. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и до свидания.